Таврический национальный университет не может начать вступительную кампанию. В бюджете Украины нет денег на его финансирование. Ректор ТНУ Владимир Казарин уверяет, что вуз готов начать работу и просит правительство найти деньги для того, чтобы крымские абитуриенты смогли воспользоваться своим правом на обучение в материковом вузе. Ректор Таврического национального университета Владимир Казарин показывает приказ Министерства образования и науки Украины. Теперь уже экс-министр Сергей Квит распорядился начать образовательный процесс в ТНУ 31 декабря, за несколько часов до нового 2016 года. Приказ о воссоздании вуза на материке был выдан еще раньше, осенью прошлого года. Выполнить распоряжение чиновника удалось за полгода. Все это время сотрудники университета работали, ничего не получая за свой труд. Когда Владимир Казарин пришел со всеми документами к министру, оказалось, денег нет. Таврический университет сегодня можно представить как новенький автомобиль, который сошел с конвейера автомобильного завода. Мы полностью готовы к эксплуатации автомобилей. У нас все есть. У нас есть кадры преподавательские, которые мы подготовили для работы. И деканы, и заведующие кафедрами, и часть преподавателей. У нас есть списки студентов, которые подали заявление на восстановление для учебы в университете. У нас есть заявления от абитуриентов, которые в этом году намерены поступать в Таврический университет. И мы тот автомобиль, который не может тронуться с места, потому что его не заправляют топливом. У нас до сих пор не открыто финансирование вуза. Киев, проспект Победы, 10. Официальный адрес переехавшего из Крыма университета. Это здание Министерства образования. Обещанные ТНУ помещения так и не передали. Это одно из мест, где должны были заниматься студенты ТНУ. Помещение на Кустанайской 6 с недавних пор арендует Институт права. Сейчас здесь заканчивается ремонт. Здесь институт права. А, Институт права? Да, уже. А уже это когда? Уже? Ну вот мы вещи перевезли, видите, в каком делаем уборку. Институт права. І післядипломної освіти при Министерстве юстиции Украины. Ага. То есть вы будете с осени здесь занятия, да? Почему? С 15 числа мы уже работаем. А это еще одно здание, где мог бы разместиться вуз-беженец, Институт химии. Тут даже объявления есть, сдаются помещения. Но о Крымском университете тут ничего не слышали. У нас немає університету, так що може... Нема у нас университета, извините. Я орендую. Сдав в июне российский ЕГЭ, уже в июле крымские абитуриенты смогут подавать свои документы в 10 материковых университетов для поступления. Эти 10 вузов Министерство образования пока не озвучило, но Владимир Казарин не теряет надежды, что ТНУ в этом списке. Отсутствие же денег ставит его в неравные условия. Начинают помещать объявления, размещать рекламу, договариваться с социальными сетями, договариваться с всякими другими носителями информации, чтобы эта информация была доведена. Мы будем в этом смысле в проигрышной ситуации. Опять же, наши добровольцы нам помогут, но это не правильная ситуация. Новый министр образования Украины Лилия Гриневич уверена, что работа ТНУ – важный политический момент. В эфире программы нашего телеканала «Крымский вопрос» она пообещала найти такую возможность. У бюджеті 2016 року не було передбачено для цього університету коштів. І зараз передбачити таку нову бюджетну програму практично неможливо. Але все одно ми маємо знайти шляхи, принаймні на фінансування з початку навчального року. І було б дуже добре, і ми дуже сподіваємося, що нам би вдалося, щоб Таврійський університет також був одним з тих університетів, який може приймати кримчан. Це політично важливо. По словам министра, у ТНУ есть деньги, но они на замороженном после аннексии полуострова счету. Если удастся его разморозить, то можно будет начать работу. По оценкам ректора, для того, чтобы начать учебный процесс, хватит и 250 000 гривен. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов, Заман, АТР.